Как гласит поговорка, мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Чтобы дом стоял долго и был крепким, не обойтись без хорошего гвоздя. Меня зовут Денис Проскурин, и сегодня мы пришли в Академию имени Штиглица в кузнечную мастерскую, чтобы выковать хорошие гвозди. И в этом мне поможет Болтаев Аттила. Здравствуй. Привет. Какие инструменты нам нужны? В первую очередь нам нужен кузнечный молоток. Вот, кузнечные клещи для того, чтобы держать заготовку. Еще что? Гвоздильня для того, чтобы формировать шляпку гвоздя. Щетка для того, чтобы счищать ненужный окись металла. И горн. Горн у нас требуется для нагрева нашей заготовки. Сколько нужно учиться на кузнеца, чтобы делать, например, забор красивый? Нужно выучиться в училище. В училище кузнец обычно обучается ремеслу. Как раз таки это у нас ножи, подсвечники, заборы, мечи. А чтобы все это придумывать, надо поступить в академию, чтобы выучиться на художника по металлу. Теперь нам нужно померить гвоздь, вставив его в отверстие гвоздильни и наметить то место, где мы будем отрезать. Работа кузнеца сейчас востребована? Ну, конечно, востребована. В наше время делаются разные красивые здания, красивые предметы интерьера. И чтобы соответствовать вот такому высокохудожественному уровню, в современности кузнецы делают как дизайнерские вещи, так и художественные. Мы будем формировать шляпку гвоздя. С вами был Денис Проскурин. До новых встреч!